Там два человека держат канат натянутый, и по этому канату другой человек идет. А третий человек опять же играет на музыкальном инструменте. То есть вот такие интересные вещи, вот все, если вы это изучите, если вы, я против сейчас категорически, я давно уже не занимаюсь раскопками, занимаюсь только так называемой визуальной археологией, которую ходим, смотрим, изучаем, наблюдаем, фотографируем, копируем, но не землю не трогаем, землю не копаем. Хотя я, конечно, считаю, что продолжать раскопки нужно в тех местах, где просто так сносятся курганы. Это ужасно, когда видишь, что если археологи не будут исследовать те курганы, которые сносятся без изучения, это самое страшное. Поэтому, конечно, нужно изучать курганы. Но, с другой стороны, если бы мы нашли такие методы, когда, те методы, которые пользуются, кстати, в Англии очень широко, английские археологи, вот эти геофизические методы, они геофизическими методами обнаруживают города, обнаруживают и стены, которые окружали эти города, и здания этих городов, и фундаменты этих оставшихся от сооружений и так далее. И делают карты, картографируют это все. Все это можно так себе представить, что это там было. У нас за Приморском имеется замечательное место, тоже, я считаю, храмовый комплекс, храмовый город, где сохранились стены, как бы тоже фундаменты. Остались фундаменты, площадки, выложенные из циклопических плит. Плиты, которые ни один нормальный человек не поднимет, а их только коллектив мог поднять. И целые площадки, такие прямоугольные площадки выложены. И стены там имеются, выложенные тоже из огромных циклопических плит. Ну, даже датировать очень трудно. И опять все это можно только с помощью каких-то новых совершенных методов, технических методов, а не обязательно путем раскопок. Так что, еще хотела сказать, что нам очень часто помогают местные жители, просто хотела показать, что у нас на самом деле каменные изваяния растут просто из земли. Вот эта вот женщина нашла у себя на огороде эту плиту. Она говорит, я стала делать грядку Шира, она на Горной улице. Я говорю, начала делать грядку, и вдруг появился камень. Откопала камень, и вот вы видите солнечный лик, изображение солнечного божества на этом камне. То есть вот так вот неожиданно можно обнаруживать такие интересные вещи совсем. Ну, я думаю, опять, чаще всего эти плиты стоят на более поздних курганах на Тагарских. Я еще не сказала, несколько слов не хотела сказать о Куртуяхтас. Куртуяхтас долго боролись для того, чтобы ее вывести на свое исконное место. Я там уже была, Куртуяхтас знаменитый, знаете, да? Вот. Намазанный рот и намазан живот, на животе отверстия. Вот все отверстия, которые имеются, там они все намазаны. То есть люди до сих пор уверены, что кричащий, звучащий голос, рот надо мазать. Вот Куртуяхтас с нами разговаривает, она нам сообщает с голосом каким-то, да, и скорее всего это крик ее. Крик перерождения космического божества, потому что на животе у нее изображено вот это трехглазое личино, трехглазое космическое божество изображено у нее на животе. Она Богородица, она Бога рождает. Бога рождает в страшных мучениях, в страшном крике. И мазать вот этот кричащий, страдающий род, когда она рождает Бога, божество, ну это кощунство, конечно. Вот. Но это надо как-то людям объяснять, чтобы они, чтобы они поняли, что нельзя Богородица, вот мазать там сметаной, жиром и так далее. Даже вот так вот, если где-то показать, это просто очень неприятно. Вот. Но я хочу сказать, что она стоит не на своем исконном месте. Не может быть, она стоит около Тагарского кургана. Часть жителей, кстати, в Липском паспорте указано, что она не стояла рядом, она стояла в углу ограды. И местные жители говорят, да, вот здесь вот в углу ограды она стояла, и мы сидели, и к ней в пасху приносили крашеные яйца, куличи и так далее. То есть вот где она находилась. Она использовалась как строительный материал в тагарскую эпоху, которая была спустя того, как она создана, 2500 лет. Прошло 2500 лет. Куртуяхтас до этого стояла где-то в храмовом комплексе. Этот храмовый комплекс, конечно, находился на окружающих горах. Там кругом окружающие горы. Для того, чтобы найти это, надо вот эти все вершины гор Куртуяхтас пройти. Я там уже разговаривала с директором музея и с учениками, что вот они могли бы там такое исследование провести и попытаться найти такой же храмовый комплекс, как за Приморском. За Приморском кто-нибудь же был, да, вы видели этот храмовый комплекс? Никто не был за Приморском. Были, вот видели. Вот. И там, конечно, вот, это только там найдено. А сколько таких у нас храмовых комплексов? Их надо просто искать и просто изучать. И тогда будет понятно, что все вот эти каменные изваяния, которые потом мы находим в более поздних курганах, почему называют его кулевские? Почему они согласны, что они кулевские? Потому что вот эти плиты, которые привезли из Верхоскиза, я вам показываю верхоскизские плиты,
эскизы, их там нашли несколько. Кстати, эти плиты не просто выбивали эти иконографические образы, они ведь еще их раскрашивали. Когда их принесли оттуда, то у них вот видно было в линиях, то они были прокрашены красной краской охры. Если сейчас еще внимательно посмотреть, они здесь стоят прямо в вестибюле, если внимательно посмотреть, то увидите остатки красной краски охры. То есть они, мало того, что они выбивались на прошлифованной поверхности камня, потом они еще разукрашивались. И все это было настолько зрелищно и настолько было понятно тем людям, которые в то время жили, что они не только же еще раз говорю, что они считали, что да, это реальные божества, которые создали этот мир, но они слышали это божество, они понимали это божество, понимали каждую линию, которая здесь изображена, и они были использованы как строительный материал. Они являлись стенками гробницами. Но если это высочайшее божество, сделано с таким тщательностью, с такой тщательностью, с таким трудом, и вдруг его используют, они наполовину все разбиты, их используют просто как строительный материал. Смысл? Для гробницы рядового человека, там очень скудный инвентарь найден, что это не какой-то там был жрец похоронен или кто-то, просто обыкновенный какой-то член сообщества того времени был похоронен. И у него вот изображение таких богов. То есть в Куневскую эпоху они уже использовались как строительный материал. Значит, они были созданы задолго до Окуневской эпохи. До того, когда... И опять вот несоответствие. Видите, опять я все время вам говорю, несоответствие. Великолепные, как вы видите, сложнейшие образы. И вдруг рядом с ними находят изделия из камня. Ну, наконечники, каменные наконечники, примитивные бронзовые ножи. То есть материальная культура очень бедная. А художественное создание настолько сложно, настолько по семантике и по технике изображения, настолько великолепно сделано, что начинаешь думать, так, а что же это были за люди, какая же у них была вообще материальная культура, которая, на каком уровне их знания были вообще в мире, что они смогли создать такие колоссальные вещи. И последнее, конечно, хотела сказать вам, да, вы обернитесь еще немного. Вот привела для меня к мысли о том, что все они звучат. Вот эта стела, которая тоже найдена недалеко от эскиза, на полумчазе, тоже с ребятами мы шли после раскопки, когда я занималась раскопками в 90-м году, и шли по башне, тоже перед глазом. Вот начинается гроза, начинается ветер, начинаются разрывы молнии, и я говорю, вот там на башне лежит какая-то плита, давайте подойдем. Да, там нужно бежать от дождя. Они говорят, нет, давайте-ка все-таки подойдем к этой плите. Подошли к плите, ветер подул, она была засыпана землей, она лежала на башне, ее выпахали оттуда. Лежал на башне. Ветер подул и сдул землю. И мы сразу видели под косыми лучами, из туч выбиваются косые лучи. И дети закричали: быки, быки, быки. Там, ну вы, наверное, знали, что там быки изображены. А когда внимательно посмотрели на это изображение, что говорят, ну какие же это быки? Какие же это быки? Вот они, быки, да? Быки. Это быки. Это уже с этого сделана такая копия. И сразу заинтересовались и говорят, ну давайте посмотрим. Это разве бык? Вот это разве бык? Ну рога быка, да, туловище. Туловище кого? Все закричали, кого туловище? Кабана. Кабана. Туловище, да? Кабана, не быка никак, совершенно. Да? Дальше. Изображение головы. Что это? Медведь, у медведя усы кого? Тигр, медведь, хищник, да? Клыки во рту, клыки тоже, опять же, либо тигра, либо медведя. Опять же мы здесь видим, вот в передней части, чешуя рыбы. Дальше мы видим, я даже по Грэму посмотрела, это черепаха, панцирь черепахи, болотные причем черепаха, да? Дальше мы видим лапы птичьи, хвост цветов, растений. То есть здесь опять зашифровано представление древнего человека, который это создавал, как был создан мир, как была жизнь создана, как она была создана. Кто ее создал? Кто создатель? Вот создатель этих животных. Да? Дальше мы начинаем смотреть, очень интересно. Вот здесь изогнутая линия, и она заканчивается опять раздвоением. В горле, вот прям в самом горле, да, горловой пени, да, вот низкий звук, вниз направленный, да. Дальше идет из языка опять, язык как бы, да, говорят, жало змея, нет, это не змея, это тонкий высокий звук раздается из этой открытой пасти. Дальше то есть это, вот это же существо верхнее, это мужское существо, мы видим, хорошо подчеркнуто его мужское, да, это мужское существо. Нижнее, и посмотрите на пасть, нижнее, что мы видим внизу? Обратите меня опять к пасти.
2 раза шире открытая пасть, она более крупная. Но это явно корова. И у нее, вот, это не шерсть, это явно соски. Это явно соски у нее. И дальше мы видим, у нее опять же, вот вы видите, опять раздвоенная линия в горле. Опять клик низкий, да, ну, мощный, очень сильный, и подчеркнуто мощный. Дальше идет высокий звук, прямой звук. И опять же вот эти все раздвоенные линии, это вот это опять гроза молнии, опять треск молнии. Дальше мы опять же видим чешую, по краю видим остатки панциря. Вот этот стиль называется скелетообразный стиль, когда мы видим ребра. И считается, многими археологами считают, что это подчеркивается ее невидимость, мы ее не видим. Она невидимая для нас, прозрачная. Поэтому подчеркивается вот это. Дальше у нее за ребрами мы видим, опять же, это что? Это как бы семена проросшие. Семя проросшее, вот он, семя проросшее. И дальше, если мы посмотрим в задней части, что это здесь зашифровано? Как бы крест, а крест это личина, тоже трехглазое существо. Вот видите, какая связь между трехглазым существом. И что еще характерно? Мы видим здесь изображение, если здесь мы видим, что бутон, да, сточинный, то здесь мы видим уже коробочку с семенами. Коробочка с семенами, и отделяются уже семена, падают как бы на землю. Видите, как зарождался растительный мир, как зарождался животный мир, и как зарождается, если это душа человека, то это человек зарождается. Да? То есть все произошло от этих людей. И дальше под ней выбито изображение теленка, чтобы было еще понятнее, что вот от нее произошел теленок. Но вот это все очень сложно. Но с другой стороны, опять же, они выбиты на трехглазой личине. Видите, трехглазая, зашифрована. Один глаз с кружочком, другой глаз без кружочка. Все 3 глаза, они имеют самое разное назначение. Глаз с кружочком внутри, предположительно, это все-таки солнце. Без кружочка, без зрачка. Без зрачка что это? Глаз без зрачка. Это луна. Это луна. Вот, то есть это. Дальше мы опять же видим ноздри, около ноздрей извивающиеся линии, дыхание. Разделена вся личина на 3 части. Верхний мир, мир Земли и рот под 2 дугообразными линиями, вход в подземный мир. То есть и это связано. То есть это, но опять, вот как Александр Иванович считает, что я ему как-то задала вопрос, почему все каменные изваяния, они не покрыты изображениями от верха до низа, а низ-то закапывался. Те рисунки, которые внизу, в нижней части, изображались чаще всего хищники, они внизу. Александр Иванович сказал, правильно он это сказал, а может быть им не надо было, чтобы это было, они и так были понимать, это они изображали подземное божество, Эрликхан, того подземное существо, которое правит подземным миром. Совсем поэтому они его закапывали в землю. Но они прекрасно знали, что какой Эрликхан там живет. Они же не для живых даже людей. Они, все эти изваяния, они имели, естественно, какое-то сакральное, огромное значение. И независимо от того, как человек понимает или не понимает их, эти изображения влияли на жизнь тех людей, которые управляли жизнью. Вот. То есть это вот такие случайные вещи случайно обнаруживаются. То есть вот если бы мы не подошли к этой плите, то его бы дальше. Рядом, кстати, мы нашли обломки еще 3 плит. Они были все разломаны. 3 плиты вот такого же типа. И там было видно, что тоже такие же очень сложнейшие рисунки. Они во фрагментах, сейчас их привезли в музей, они лежат в ограде. Совсем. То есть ясно, а это как бы Пулумчасы, это угловая степь, она как бы находится на склоне вот, холма, там горы, и переходит в такой плавный к реке Скис. Такой плавный переход. То есть опять же я думаю, что где-то в этих горах по берегу реки Аскис есть обязательно храмовые комплексы. И там как раз стояли все эти плиты. То есть вот сейчас задача какая? Конечно, и дешифровкой нужно заниматься на скальных рисунках. И попытаться их объяснить, но самое главное попытаться найти все-таки вот эти храмовые комплексы и связать их с теми наскальными изображениями, с теми изображениями на плитах, которые сейчас в огромном количестве. Ну, так будет археологи больше, несмотря на то, что трудное время, нет средств и так далее, и каждый лето делаются открытия. Ну, кстати говоря, про каждый наскальный рисунок я вас помимо, извините, можно рассказывать бесконечно долго, потому что если взять шалобольницкие изображения, это сказка, вообще все это сказка, это настолько интересно, но сказка в самом лучшем смысле слова, не в том смысле, что сказка это неправда, а в том плане, что это такой необыкновенный сложный мир, который даже нам с компьютерами, с нашей техникой не всегда удается понять и представить себе настолько живым, настолько образом, настолько... Вот на самом деле, я всегда говорю, что мы смотрим на все это, как бы на то, что это умерло. А оно же ведь не умерло, оно же живет, оно дышит даже.
Я еще хотела показать разницу между изображениями нашими, конечно, вот, и тунисскими, не просто тунисскими. Конечно, они тоже замечательные, конечно, они тоже интересные. Какая разница изображений богов? Например, Мусоргов, да. Вот, там целый комплекс, тоже храмовый комплекс. Там тоже сначала говорили, вот просто на огромных валунах выбиты эти изображения личин. На огромных валунах. Ну, просто непонятно. Вначале, как сказал Александр, от нечего делать, как будто не может от нечего делать. Люди выбивают целые, их там до сотни насчитывается таких изображений. Вот. А это, конечно, тоже храмовый комплекс, потому что вот в Тувинской археологии там рядом тоже нашли ступени. Вот ступени везде выложили из плиты. То есть на этих ступенях, скамьях сидели люди, а это был алтарь. Это алтарная часть какого-то храма. И мы изучаем алтарную часть. Так же, как вот эти все наши изображения, они все находились в храмах, в алтарях храмов. Были алтарные места, где находились все. И вот если когда мы найдем все эти храмы, то все по-другому посмотрим на все эти изображения. Когда расшифровывать их будет гораздо легче, чем сейчас на университете. Ну, что, может, задавать вопросы, а может, потом подойти. Вопросы есть? Есть. Эра Антоновна, вот иранцы, допустим, пришли с Тигра и Ефрата. Хотелось бы знать, насколько там много поставлено ими личин по сравнению с Хакассией. И если не поставлено, с какой стати тут именно? Тут, придя, они там раскрутили свою фантазию так богато. И чем это объяснить вообще можно, в принципе? Ну, во-первых, я хочу закончить поговоркой, ведь дурак, говорят, он и в Африке дурак. То есть, если они там на Тигре и Ефрате не ставили, почему я тут... не согласна с этой поговоркой никак, не соглашусь совершенно, потому что дураки тоже все разные. И для меня слово «дурак» носит другой смысл. Это человек, который не похож ни на кого. Совершенно оригинальный человек. Потому что как все, это не дураки. А быть оригинальным человеком, ну, это гораздо сложнее. Насчет иранцев. Вот. А вот насчет иранцев я хочу сказать. Дело в том, что у нас есть камень, называют, шествие зверей. Вы знаете, что на храмах, которые обнаружены в Вавилоне, ну, на воротах храмов, имеются вот эти вот быки, которые рядами идут, да, животные, которые рядами идут красивые. И у нас встречаются такие плиты, совершенно точно такой же вот ритуал. Только у нас изображают не быков, а у нас волки, волки. Вот у нас знаменитый Малокопельский стела, она стоит в музее, эта стела. Просто у меня была фотография, показать ее вам. Вот. И там точно в таком же стиле, как в долине Тигра и Ефрата, и вот это шествие волков, оленей, лисиц. Вот, нет, быков там нет, быков нет. Вот. Ну, то есть вот эта манера выбивания, она есть. Это раз. Во-вторых, если внимательно посмотреть в Ассирии, в Древней Ассирии, божество, какое было? Бык, да, древнейший, бык солнца в образе, золотая голова быка. Да? И у нас встречается тоже, вот я же вам показала женщину, да, со спущенными волосами, а там рядом тоже бык с ним. Культ быка здесь прослеживается везде. Леонтию Николаю Владимировичу удалось обнаружить захоронение голов быков в круге. Целый круг раскопал, а в круге лежит 9 голов быков. Вот по кругу выложены вот эти вот головы быка. То, что они такие сложные фантастические личины создали, не в одночасье, это ясно. Ведь нельзя себе представить, что они такой огромный путь прошли. Еще нужно вот эти дороги найти, это по каким дорогам, и найти на этих дорогах следы, как они шли. Ведь этим же тоже еще никто не занимался. Вот, я вам не говорю, что я точно, я говорю, у меня такое предположение, то есть я высказываю научную гипотезу, как бы, откуда пришли сюда такие сложные. Но ведь они сюда шли, могли сотни лет идти. За сотни лет, пока люди шли, у них менялось мировоззрение. Не в одночасье они придумали такие сложные, да, фантастические образы, такие иконы. Вот я буду иконы с этого образа, это все-таки образы божеств, космических божеств. Это они создавали, пробиваясь через горы, через пустыни, и ехали-то они на чем? Что мы здесь находим? Они ехали на быках. И у нас знаменская стела, где изображены повозка, быки, и везут с собой глиняную повозку. Такую глиняную повозку, которая находится в Кеминарской, кстати, в Кеминарской культуре. Она тоже очень близка, среднеазиатская культура. Она тоже очень близка нашей афанасьевской культуре. И вот эти афанасьевцы, рослые люди европеоидного облика, может быть, скорее всего, а посмотрите, дорога явная, да, вот вы говорите, с Дона пришли. А Дон-то все равно же ближе. Вы же должны искать вот эти пути. Откуда они пришли? А я пересмотрела литературу. У нас, когда с Ираком были дружеские отношения, работала советская иракская экспедиция археологическая на севере Ирака. И они в 7-м
тысячелетий до нашей, у нас тут был каменный век, 7 тысячелетии до нашей эры. А там уже была развитая цивилизация, там был неолит развит, там были неолитические города. И там в погребениях того времени находят глиняные скульптуры. Огромное количество маленьких глиняных скульптур, которые напоминают наши реалистические изображения. Вот они как раз есть даже на археологических открытиях, а я по археологическим открытиям, это сборник есть такой, где коротко описывается все, что наши нашли археологи у нас в стране и за пределами. Так вот там на одной из обложки археологической открытия изображена совершенно глиняная скульптурка, такая глиняная скульптурка, которая напоминает наше изваяние, стоящее около музея, вот этого большеносого человека. Вот они скульптуры. Да, вот такой фантастический величин нигде нет. Поэтому я и говорю еще раз, что даже профессор Грязнов удивлялся, каким образом, как подействовала атмосфера Хакасской Минусинской котловины, какое здесь произошло, какое слияние различных культур. Ведь слияние, мы уже не говорим, что культуры были в чистом виде. И одна культура в чистом виде не существует, она изоляционно не существует, она существует в контакте с другими различными культурами. Эти культуры настолько повлияли, настолько разбудили фантазию, да? Или как-то повлияли, что они могут создать вот такие сложнейшие вещи. За пределами Хакасии они нигде не встречаются. Вот это вот самое удивительное. Вот, пожалуйста, везде настолько все упрощенное искусство, хорошее искусство, нормальное искусство, но предельно упрощенное. У нас сложнейшее. Точно вот эти маски. Улугхем, Дебрет, нет, я вам показала родственники. Они не такие совсем, они другие. У них такой... Я знаю это все. Вот этот рисунок, и потом Пиджитахая есть пример. Знаете, где я там везде была. Я работала как экспедиция там есть розы, и этот Штраус. Да. И вот где вот Байтага туда идет, вот там быки, волы. Вот я вам говорю. Волы. И вот эти там где-то олени идут, вот эти же олени. Тоже шествие. Да, вот можно видеть в Южной Италии. А чем это можно объяснить? Да, это не хакасский получается? Нет, это ясно, конечно. Дело в том, что есть еще такое понятие стиль эпохи. Вот это стиль эпохи тоже нужно учитывать. То есть человечество, оно где-то развивается, ну, примерно очень близко друг к другу. В смысле, восприятие мира окружающего. Да. Нет, ну еще раз повторяю, вот таких сложнейших и вот таких сложнейших, еще раз показываю, они нигде не встречаются только у нас в Хакасии. Вот я в Монголии была на конгрессе, вот там выступали, вот это монгольская культура, это монгольская, вот тут точно это идет. И потом археологические вот эти каменные изваяния, и монгольское искусство, это монгольские каменные изваяния. Я почему здесь на тюркском языке написано монгольский дух? И поэтому, мне кажется, надо археологам и ученым конкретно подойти к этому искусству. Нет, ну на самом деле конкретно. Вот люди пытаются... Это монгольское, это хакасское, Нет, я же не говорю, что это хакасское искусство. Я говорю, что на территории Хакасии оно не является хакасским. Дело в том, что почему скульптура так получилось. Люди же, вот она же, во-первых, совсем не такая сейчас, в настоящее время, какой она была в древности. Она, во-первых, ее разбивали, и тракторами разбивали. И все эпохи на ней, да, на все на ней, там осталась какая-то 10-я, а может быть даже меньшая доля того, что было на ней изображено. Она была гораздо богаче и интереснее. Извините, пожалуйста, а вот мне кажется, что вот это связано с ранними обрядами народов Средней и Центральной Азии. Нет, я считаю, что, конечно... Вот это все именно вот связано, потому что там встречается вот это вот личика, я встретила около Паренкемчика, и знаете, где вот Караташ есть, где вот итальянцы строили стройку, там шука, там есть такой-то групповой секс, там столько чего там только нет, и, в принципе, никогда этого не было. Это скифское время, это, наверное, археологи не говорят. И там вот можно увидеть, что вот это лицо стоит, мы думали вообще вот рядом, немецкий знак, свастика, вот это солнце, да, вот это. И вот этот знак тоже. А потом, когда спускаешься вниз, вот это вот лицо... Вы хотите сказать, что вот этот знак? Да. Вот это? Нет, вот это? Глаза личина. А потом, когда спускается, понимаете, он стоит вот так, как шаман, стоит вот руками, вот этой колотушки бьет. Вот это же знак. У меня есть также, вот если вам интересно, я могу... Интересно, очень вот. И поэтому я вот так думаю, просто... Ну, вот в книжках нигде это не опубликовано. В Древленке есть, вот она пишет, что вот это может быть связано вот с редними, вот древними обрядами, потому ну, у нее же это в книге там написано, 421 страницы. Укусовольские, да, там укусовольские. Это сильная книга.
Наряду с хором, Йохором и Йохорова хотел бы напомнить другой момент. Вот в Древнем Китае князь это Ван, да? В античной архаической Греции царь это Ван Атека, верховный жрец Ван Ака. И вот в славянских народах вот, князь это Пан, да? Или вот возьмемте Тао, китайская Тай, хакасская Див, индийская Ди, индийская Див, персидская Тео, греческая, латинская Теос, латыни, да, вот эти вот корневые слова говорят о том, что они все восходят к одному языковому ареалу. И он вот распространялся. Вот то, что вот я говорил, что вот от Карпат до Байкала это был один вот тот индоевропейский ареал, вот то, что это европоиды или монголоиды, вот во мне бывает иногда вспышки гнева, негодования, но я не позволяю себе выплеснуть их. Или бывают вспышки любви, умиления, я не позволяю их из себя выходить. Да? Это есть... Нет органа, который отвечает за агрессию или любовь. Это мое умозрение. Умозрение – это умозрительный принцип. То есть зависит от моего миропонимания, о чем мы с вами начинали говорить. Поэтому вот у меня приехал в Киргизию, удивило, мои племянники цыганята бегают. Мои родные племянники, да, цыганята. Как они, эти цыганята, могут быть не племянниками? А брат говорит, ну моя дочь вышла за таджика замуж, как же это? Моя дочь, она то ли русская, то ли азиатка. Здесь антропологический тип не имеет значения. То, что афанасьевцы пришли, были основная масса европоидная, это да, но глазковские вот эти племена собаководов, они же ведь с приходом афанасьевцев не исчезли. Уже акуневские 500 лет спустя племена, акуневские это уже метисированные племена, конечно. Это уже полуевропоиды, полуазиаты. И вот так вот, в принципе, я на что хотел обратить внимание, на территории Хакаско-Минусинской котловины, вот эти вот мотивы, они потом прослеживаются все 6 тысяч лет, 5 тысяч лет. Да, вот Павой и прочее. И как по сообщению профессора Бутанаева, и еще есть у нас Алешин, информатор, которые говорят, что вот эти каменные изваяния изготавливались вплоть до 17 века хакасами. И вот фамилия Кухтиякова как раз восходит к людям, которые занимались охраной и обслуживали вот эти вот кухтияхтасы. То есть эта традиция не прерывалась. И поэтому давайте будем говорить не об антропологических типах, которые на территории Хакасии было 3 европоидные волны, несчастливое количество монголоидной волны. Так что не будем заострять внимание на антропологических типах, будем говорить о мировоззренческих моментах, о смыслах вот этих вот символов. Да? Вот, например, что такое Кембридж? Да? Кембридж – это соединяющий два берега. Да? По-хакасски Кимпер-Ит. Да? Кимпер-Ит. Откуда вот это? Да? Или Буд, да? Футбол, буд, нога, вот, у хакасов буд. Вот просто европоцентризм, в одно время создав теорию индоевропеизма, оно отделило монгольские, финно-угорские, тюркские языки из этого ареала. Но если рассмотреть сейчас вот внимательно посмотреть, то оказывается в тюркских языках очень много сохранилось вот этих вот корней. Вот есть такой позитивист Мишель Фуко, который предложил науку лингвистическая археология. Вот я просто вам элементы показал. Ди, дао, див. То есть оно в корне многих, вот, у многих языках вот, существуют однокорневые и по значению. Это звуковые сочетания мы наделяем смыслом. Ди, див, смысл Бог. Вот
вот за этим ди, див, део, дао, тогда. А вот здесь мы говорим сегодня о графических символах. Вот если это йоху, егова, да, йоху, ава, ова, вот ап, ого, латынское, строим вот эти исконные груды ова, это пред, это то начало. Так что вот это ово, ова, йоху, ова, вот это я хотел вам предложить версию библейский йоху, ава, егова, йоху, ава, который объединяет мир. Это вот Агнец Божий, я вам говорил, стал возворачивать головами. Это Святый Дух, это Бог Отец, да? А это вот, грешный мир. То есть, да, род это, по-хакасски род это ам, это действительность, частность, да? Ну ладно. Просто здесь момент, вот видите, рожающая женщина, вот у всех народов есть выражение альфа и омега, начало и конец. Вот в научном языке вот этот символ можно рассматривать как момент конвергенции, момент собирания. И это переход этой конвергированной энергии. И здесь вот момент дивергенции. Оно переработав, рождает новую энергию, почему вот здесь рожающая женщина. Я абсолютно согласен здесь с Антоновной, что вот это вот все символы звука. По-хакасски верховный Бог в хакасском пантеоне называется Чалброс. Чалброс или Эрброс или Аурброс в эзотерических учениях, змей, кусающий свой хвост. Это ограниченная бесконечность, то есть в ограниченном пространстве осуществляется процесс бесконечности. А по-хакасски, помимо Чалброс, вот это Чильбрес, основа вибрации, по-хакасски Чильбрес, вибрации. Вот как раз этот Чалброс и есть отец вот этих вибраций, вот этих вот волн, да? И вот Галина Григорьевна здесь, вот я от нее слышал момент, она слышала это поговорки, или что, это две темные силы, которые одна бегает, кричит кет, это где наружу, а другая бегает к, где внутреннее. И вот это вот две силы порождают как раз движение. Вот этот вот кодуцей римский или греческий, кодагей. Вот здесь как раз эти две змеи, которые две силы, которые спорят где нутро, где наружно и порождают этот мир. То есть, оказывается, сейчас вот современная наука, синергетика вдруг делает актуальным идеи, выдвинутые еще античными мыслителями о Гераклитова золота или Архея Палиса, что мир имеет некую потустороннюю силу, то есть структурное какое-то. Вот это вот, оказывается, имело, то есть я предлагаю вам такую версию, здесь можете, конечно, возразить. И сейчас я бы хотел вот Галине Григорьевне. У вас есть что-нибудь сказать? Ой, маленько скажу. Да. Я хочу, буквально недавно разговаривали с Виктором Яковлевичем Бутанаевым, и потому что это в детстве это все забылось. Это вспомним избушечки без полов, где шкуры, значит, положены, и ни радио, ничего нет. У меня такая деревня, ни радио, ничего нет. И собирается в избушку эту или в юрту, и начинается, значит, сказывание Алф-Тарнамах. Алф-Тарнамах — это героическое сказание или богатырское сказание, говорят. И вот буквально, значит, меня спрашивали, значит, как оно начиналось. Вот собрались, уже темно, настраивает хаджи свой чатхан, и начинает это по струнам пробегать пальцами.
В это время кто-то из женщин вспоминает, Отина разразала, Отина, мать огонь покормили, обязательно сначала нужно покормить огонь. То есть это первый этап, когда начиналось героическое сказание в течение 3-4 ночей, которые сказывали. Вот покормили Отина, в это время Хайджи настраивает инструмент, и он начинает, вот для меня это загадка, я попытаюсь это для себя расшифровать, но каждому из вас, как бы, я сейчас мысль такую роняю, почему это происходило. Хайджи, второй этап начинался призывание Эзи. И в моем понимании это осталось Эзи, значит, муза Хая, ой, нет, это третий этап. Это Эзи, это как бы и Бези, Тураэзи, но жилища Эзи, чтобы они помогали или раскрылись. А если это юрта с открытым дымовым отверстием, это значит еще внешние силы, космические силы. Или открывали, или чтобы открывались, не знаю, какие-то трубы там для Хая, чтобы он шел нормально, или ни с кем ничего не случилось. Третий этап. Вот на втором этапе он начинал вдруг это бить по струнам, ну не знаю, какую-то мелодию такую играл, каким словом выразить бы, Ушхчархтах, переведите, кто хакасы. Ну скажем, какую попало, что придет голос, что ли. И при этом он почему-то поясничал. Начинал это глазами, глаза закатывать и кёксёра. Покашливать так как-то особенно. И в это время мы, детишки, значит, начинали смеяться. И нам говорили, тихо, нельзя смеяться. Вот сейчас это призывает Эзи. Эзи. Вот пока на сегодня для меня вот это кривляние, вот это покашливание, вот это похохатывание, и вот это почему так, именно так обращаясь, Эзи призывали? Или они входили в какой-то игровой момент, что ли? Или они это, ну, дальше у меня фантазии не хватает. Мне показывает, что они скромны, что Эзи это больше, а они просто простые, вот они как бы принижают себя, это приниженность себя. Нет? Ну тут каждый, пусть вот наши гости, Голландия, Англия, Япония, там не знаю кто, вот объясняет, может у них найдет, я поэтому специально рассказываю. Вот. А третий этап, это был уже он призывал музу Хая. Значит, тут он вот музыкальный такой делал, как он называет, проигрыш, да, музыканты? Он не пел, не хорил, ничего, он только музыку. Но всегда одну, вот я это помню, да, каждый раз ведь, это я от матери не отставала, каждый раз не ходила на хайджи. Одну и ту же музыку. Но я про себя почему-то называла зачин, вот потом вот она говорит, что это не зачин. Вот, зачин это когда уже слова начинаются. Отрывок такой музыкальный. Вот это именно относилось к героическому сказанию. Не к сказке, в сказках там другое было. Другая мелодия проигрывалась, какая-то более легкая. Тут такая эпическая, такая возвышенная. И такое, как будто мне казалось, что вот горы сейчас идут к нам. И, а еще вот во втором этапе, где он, значит, вот это шалил, скажем, еще говорили, что он еще призывает это вот, ну как бы свои эти, только не шаманские, хайджи, то есть тёси хайджи. Хаези, видите, так. А вот Хаези, когда призывал, вот, допустим, у некоторых, вот, например, Алевтина Васильевна Подбежекова уверяет, что у ее дяди было 2 музы Хая. Один в это время, когда он сказывал, в помещении находился, а вторая муза вне. И вот когда начинается, значит, это такое место в героических сказаниях, сражения, там горы рушатся, моря разливаются, в этот момент говорили, что
не дай бог, кто мимо юрты будет проходить, и развоевавшаяся муза, эта внешняя муза Хая может убить. И конкретный пример рассказывали, вот тогда-то, вот Хайджи это, значит, сказывал, а вот муза Хая вот там убила человека, и назвали даже имя, значит. Это третий этап. А вот четвертый этап, вот уже начиналось само сказание «Чири базы выдержавал, тащизывал, татардувал, давал, ах, вообще дадардедер». То есть это речитатив шел. А потом все это в музыкальном сопровождении, я, помню, первое время я не понимала вот, слов, наложенных на музыку. А потом же Хайджи, когда вот этот куплет пробивает, он же вместе с игрой, да, на чатхане, потом он уже отдельно вот это сказывает речитативом. Вот тут уже понятно становится. И, видимо, и получается повтор, сплошной повтор после музыкального. И вот тогда все понятно становилось. Вот с чего начиналось сказание. Вот это и теперь я обязательно, наверное, должна связать с рисунками как-то свое выступление музыкальное. Это я очень коротко это расскажу. Я как-то у матери, кстати, у нас сундук был древний, и откроешь крышку, и там личина такая, и, значит, на голове в виде локти, и тут это в виде бороды, значит. Вот. Один только рисунок, бабушка, которая у меня прожила 115 лет, казачиного масса по-турецки стол, а стол очень обожествлялся у хакасов, он считался живым, и кто по столу бьет, считал, что он обидится и может это в нищету вернуть своих хозяев. А вот, ага, личина, вот, до 10, я просто хочу сказать, до 10 обозначений. Семантика раскрывалась, примерно до 10 можно было раскрываться на одном только рисунке. Вот такие они были сложные. И прочитываемые были, например, бабушка меня водила по кургану, показывала, прочитываемость ею была полная. Вот, допустим, я спрашиваю, вот по отношению к солнцу, допустим, на скале нарисован, человек сюда головой лежит. Я говорю, он живой или умер? А другой так лежит. Вот. Воин, видно, да? Он, если лицом к солнцу лежит, он, значит, убит. У нас хоронят лицом к солнцу, чтобы каждое утро встречал солнце. А если головой сюда лежит, он еще ранен. Он еще, так сказать, может жить. Его специально нарисовали, чтобы он жил, чтобы его, так сказать, худ притянули сюда, на землю. И вот кто рисовал? Я это просто обрывочно помню, что это собирались специально. Допустим, что-то в Вале произошло в деревне, скажем, в селении. И собирались. И какое-то обрядовое действие. Допустим, из какого-то рода женщины вот не рожают, а тогда, значит, это детей. И вот род обращался к шаману. Вот шаман Камлаев. И он должен на скале нарисовать рисунок. Вот я думала, это мужчины, значит, такие, скажем, с третьей ногой рисунки. А это рожающая женщина. Вот мать объясняла. Он, если на скале нарисует, причем обряда, вот он все сделает, то эта женщина непременно родит. И разрешалось только шаману рисовать. Другой, если нарисует, он мог навлечь на свой род, не дай бог, никакие неисчислимые бедствия. Теперь еще, значит, что охота была удачна. Там уже участвовали хайджи. Вот ночь, костер. И хайджи, значит. А это, ну как это, не тайное уже, может быть, рисунок наносился, а, то есть, шаман рисовал уже явно при людях, но опять почему-то ночью, тоже для меня загадка, ночью все это происходило. При свете луны
Так, третье. Значит, рисовали хайджи. Опять с хайджи связано. Помните, симпозиум еще идет. Вот я на этом остановлюсь. Да, а я еще хочу сказать, я вот написала книжку «Предым-предым», это скороговорки. «Предым-предым, пелечам-машам-матызам, шашихара-харахтызам, память-ентизам, там я, значит, вот эту всю иерархию расписываю, каждую строчку. На сегодня это совершенно непонятная бельберда. Но я попыталась каждую строчку расшифровать с точки зрения вот, понятия наших людей. И то, что до нас хотя бы маленько дошло. Ну вот дополнение Галины Григорьевны, я бы хотел вот и Эре Антоновне вот по поводу вот этих вот чудищ, которые и не быки, и не черепахи, не птицы, не медведи, не барсы, рассказать как бы случай, но у хакасов традиция воспринимать сакральный мир как реальность, она сохранилась до сих пор, и много людей, которые видят как бы сущности параллельного мира, и вот рассказывают при установке Хурти-Яхтас вот на новом месте, там, откуда его перевезли в музей, вот когда возвращали на место, одна женщина видела, нет, мужчин, не могу сказать сейчас, кто, вот как раз существо, подобное вот этому изображению. Полутигр, полубык, полукабан, получерепаха, полуптица, то есть весь собранный образ зверя. И когда вот вкапывали, появился образ Хурти-Яхтиней, и она встала перед этим чудовищем, и это чудовище распалось на отдельных животных, и вышли там косули, олени, бараны, то есть все вот те животные, образ которых он нес. Вот у нее было такое видение. Это просто как бы к сообщению Эре Антоновны. Ну, может быть, у наших гостей есть что-то, желание, или вот у тувинских соседей, может, есть какие-то соображения, или, может, из аудитории у кого-то есть свои что-то, или мучащие вопросы, да, пожалуйста? Вопрос. Да. Она спрашивает, хочет уточнить об этих волнах вот, на рисунках, что это, дыхание, звуки или что? Это, я полагаю, вибрации. She talked about the sounds of the sky. На самом деле это движение. Это может быть и дыхание, это может быть и движение в развитии чего-то. То есть, да, но я еще это связываю с движением, типа молнии же двигаются. Вот это движение помимо молнии, оно тоже в данном случае будет плавно. То есть это не связывается со звуком. Это все звучание. Звук тоже классически изображается. Каждая линия это это движение воздуха, это движение тела, это движение. But not sound from here. Да. Ну и дыхание тоже. Дыхание человек дышит. Ну звуком, конечно, звук это движение. Мы же все да. Вот это шаман. Шаман изображает ведь тоже Творца. Шаман, а что первично? Шаман первичен или царение Вселенной, создатель Вселенной? Шаман говорит, что сначала... вы же сказали язык снизу идет язык, но у шамана же есть такая система. Нижний вид. Верхний вид, и средний. Нет, мы говорим сейчас, шаман это более позднее. Для меня, например, это слово шаман, это, ну как бы, осквернение. А я если называю даже жреца. Для меня это жрец. А у кого-нибудь подтверждение своих слов?
из авторов научных. Насчет звука? Да. Подтверждений нет, я разбираюсь с Романовичем, потому что никто не занимался. Никогда. И не было даже расшифровки. Насчет звука нет, я просто с ним стояла в зале камеры зрения, начала с ним разговаривать, он говорит, вполне вероятно, что это нужно разговаривать. То есть это еще для жизни должно быть очень Нет, я все равно уверена, что звук годится, что все было загодилось. И движение, видно, что все действует. Конечно. Вот я видела, настоит сама, стоит. Аппликация такая, аппликация так. Мне все время хочется, правда, на самом деле, недавно этим начала заниматься, когда я пришел в голову, что у каждого аппликация так, что так, я прошу прощения, да, давайте вот так вот. На этом официальную часть закончим, да, перейдем к неофициальному, кто с кем, как хочет общаться. Так, на этом спасибо за внимание, и спасибо, что пришли. И, может быть, вопросы есть кому-то персонально. Спасибо большое. Which department is she from? Maybe like that? Yeah. Я удельно расскажу. Я работала в воскресенье с нашим кто там оформлен партнер. Да, я Вначале было слово. Для меня слово – это звук. А смысл, мысль тоже звучащая. Слово – это звучащая мысль. И вначале это было. Звучащая мысль. Она сказала, так что бесконечно. Понимаешь, постельная такая тема сейчас слишком широкая. Вам нужно просто взять Это он вот эту вот энергию организовывает. This one. This one. Тепло это холодно, холодно это тепло. А он их вот благодаря им может сюда посылать. Энергия подпитывается. This is hot and cold. Vice versa, cold and hot. This one is supported by these energies, and that's why it can the energy supported. That's why
to the real one. To the real one, yes. With the help of those two. So this is the real one. Это настоящий, the real one. реальный материал. Vibrations. Vibrations. Это вибрация. Is there anything else I should know? Разные уровни, высокие вибрации, низкие There are вибрации. different levels, high vibrations and low Это vibrations. уровни организации мира. They are the levels of the organization of the world. По хакасской традиции 16 уровней мира. In the Caucasus tradition there are 16 levels of creation. 9 подземных слоев. There are 9 under the earth, underground. Yes, underground. Underground there is И 7 небесных. seven on the sky. Yeah. Да, Does this add up to 16? это не это мир Све, Шве, Шивы, It is Шве, sky. It is the road of Shiva. That's the sky. These мир are all the sky. I find it difficult because you mix all the religions. You mix everything. Понятно, что тяжело понять, потому что вы смешиваете несколько религий. Shiva is Indian. Вот Эра говорила о том, что монастыри, да, на горе Солнца, по-хакасски это называют Све, у тувинцев его называют Шве, у тибетцев их называют Шибе, у индусов их называют Шива, вот, а у них Шве, Швеция, Швейцария, Швейцария, Шве – это These древний. linguistic things leave me cold, really. Нет? Too many. Очень много лингвистических терминов. You know, this, and therefore everybody is the same. Это вот It doesn't work. из той же области, что Дао, Ди, Тео, Деус. Это все термины. Wrong language. Хина из Дао, Хина, Дао, небесный путь, как небесный путь сказать? Chinese religion, Tao is Yeah, that. Way. А у Tao is way. индусов Ди, Hindi people, it is Di. это есть Бог. У персов Див, персы. Yeah, but I think that place is very important. Place, the concept of place. Что важно, это концепция места. Place, very important. Particularly, say, for shamans. A shaman functioned in one place. His spirits of the earth were in one place. He wasn't thinking about Shiva in India and that person in Switzerland and that person over there. Шаман был в центре, он не думал о Шиве там в других местах. Not thinking about that, he was thinking about his own place. Да, он думал только о своем ареале. Заблуждение. Вот. Карпаты и Тихий океан, вот Ариал говорили, да, что это одна культура, одно мировоззренческое поле, на всей этой территории от Карпат до Тихого океана, это одно мировоззренческое поле, одно From Baikal to From the Pacific Ocean to Carpathian Mountains. It is one territory. это And which era? до IV века до нашей эры. Дифференциация началась в IV веке до нашей эры.
the differentiation began the fourth era before Christ. How do you know that? Есть исторический факт, It's a fact, is it? археологический факт. Archaeological fact. Я. На Украине царский курган на территории Алтая очень много, на остальной территории царский курган на Алтае много, а на других территориях, на Украине, на Урале, Казахстане появляются только в IV веке до нашей эры, а в Китае во II веке до нашей эры. So my understanding is Pacific to Carpathian Mountains won until 4th century BC. От территории от Тихого океана до Карпатской до IV века До нашей эры. до нашей эры. Our era. Yeah. Okay, I check it. And then next time we meet, говорит. Она проверит эти факты и потом приедет. Хорошо. Это Гесиод, пусть почитает. Гесиод. Античный греческий. What is Гесиод? Гесиод. Историк. Yes, sir. Историк. Гесиод. Историк античной Греции. Гесиод, it is scientist of the ancient Greece. Yes, I'm trying to think who you... Гесиод. Историк. Древней Греции. IV век до нашей эры. Scientist in history. Okay, Гесиод. Yeah. I'm trying to think of the English... Он пишет истории, что ancient Greek philosopher. История. Historian. Okay. Исидоны закрыли границы. Исидоны, это племя такое, племя There is a Исидоны. tribe Isidon named Isidon. Они жили на берегу возле Волги, вокруг Волги. They were living on the territory of the river Volga. Yes? Волга. Закрыли границы, то есть не пускают больше. They close the borders and don't И let him. гиперборейские девы теперь не могут пройти и донести дары к храму Аполлона в Греции. Гиперборейские девы. Но гиперборейшин это я по-немецки. Women can't Go in. go in. And Девушки из Гипербореи, это так лучше будет? girls from Hyperborea Не могут донести дары Аполлону, Богу Аполлону. they can't because of the closed border they can't now bring Да, дары, подарки. gifts to the god Apollon. Аполлон. Apollo, but you know, in this Greek period, he's talking about Да. lots of different Вот people. это It вот wasn't all one. It wasn't all это one. второй факт. Вот, помимо Second fact. царских курганов. True fact.